Мобильных шутеров сейчас куча, но нормальных среди них найти не так-то просто. Поэтому я собрал десятку крутых шутеров для наших телефонов и планшетов, где можно играть онлайн, где-то без интернета, где-то решает реакция, а где-то тактика. Поэтому усаживайся поудобнее и наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Тут спокойно отсидеть за укрытием почти не выходит. Игра быстро подталкивает тебя двигаться, менять позицию самому, создать момент для атаки. По завязке тут мир после катастрофы, выжившие ресурсы и вся эта постапокалиптическая суета. Но честно, держит игра не этим, а тем, как быстро обычные перестрелки превращаются в шумную гонку за позицию. Мы выбираем героя со своими умениями, залетаем в матч, хватаем оружие и все. Спокойно игра заканчивается. Просто сесть и ждать идеального момента тут не особо выйдет. В этом и главный плюс игры – это движение. Ты то уходишь из-под огня на джетпаке, то забираешься выше, то резко меняешь угол, то врываешься сбоку на технике, пока соперник еще пытается понять, откуда вообще прилетело. А потом можно сесть в меха, машины с пушками, и еще один рывок, и еще одна перестрелка, и игра снова подталкивает тебя не стоять, не выжидать. И вот за это эту игру можно любить. Короче, это прикольный батл рояль. Мне нравится, поэтому советую поиграть. Это тот случай, когда мобильный шутер хотел звучать как большой боевик. И честно, местами у него получилось. Тебя почти сразу кидает не в пару знакомых матчей, а в перестрелки, взрывы, спецоперации, предательство, хакерские атаки и заговор, который быстро распространяется до угрозы большой войны. Размах тут включается с порога. Ты играешь за Кейдена Феникса, бойца секретного подразделения. И сначала все выглядит как обычные боевые вылазки. Приехали, зачистили, выжили. Но потом история начинает мутнеть. Слишком много совпадений, слишком много людей что-то скрывают. И уже не совсем понятно, кто тут просто выполняет приказ, а кто играет в свою игру. Между сюжетными главами то надо зачистить точку, то отработать снайпером, то вытащить заложников. Да, сюжет короткий, да, глубины большого военного триллера тут ждать не стоит. Это, конечно, не КД, но Modern Combat 5 берет чуть-чуть другим. Это прикольным темпом, звуком, картинкой и этим ощущением, будто хочет показать нам реальный кинчик. Игрулька не новая, но все еще хорошая, поэтому советую поиграть. Лайт, а можно мне, пожалуйста, привет? Ромка, без проблем. Привет тебе. А это у нас совсем другой тип мобильных шутеров. После шумного хаоса тут все суше, жестче и честнее. Маленькие карты, быстрые раунды, перестрелки 5 на 5 и постоянная борьба за угол, реакцию. По духу игра ближе к CS, а среди мобильных аналогов сразу вспоминается Standoff 2. Только здесь не надо ждать танков, джетпаков или киношных спецопераций. Все складывается из простых вещей. Кто-то лучше стреляет, кто-то аккуратно вышел из-за угла, кто-то дернулся в моменте, где права на ошибку почти нет. Из режимов тут есть классический бой, есть подрыв, где одна сторона атакует, а другая защищает. Есть удержание точек, есть гонка вооружений, где за каждый фраг нам дается новое оружие, пока цепочка не дойдет до ножа. Арсенал тоже без лишней магии. Снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, дробовики и автоматы. А кастомизация работает как косметика, поэтому не ломает баланс. И это важная штука, потому что здесь решают руки, позиция и холодная голова. Это шутер, где страшно не просто погибнуть, страшно погибнуть с хорошим рюкзаком. Потому что каждый выход на карту сразу ставит на кон лут, оружие и снаряжение. Вышел живым, забрал все. Не вышел, почти все оставил там в рейде. И вот из-за этого даже обычный шорох за стеной начинает звучать как проблема. Перед вылазкой мы не просто жмем старт, мы собираемся, берем пушку, броню, аптечки, патроны. Прикидываем, как мы хотим играть. Агрессивно, осторожно, с дальней дистанции или вообще максимально тихо. А дальше начинается самое нервное. Заходим на локацию и постоянно читаем обстановку. Где могут сидеть игроки, в какой дом лучше не лезть. Стоит ли проверять тот контейнер или рядом уже кто-то стрелял. Потому что тут каждая мелочь может решить, выйдем ли мы с добычей или просто подарим кому-то свои шмотки. Плюс к усложнению это состояние бойца. Ранение, кровотечение, сломанные конечности, голод.
жажда. Иногда бой проигрывается не потому, что мы плохо стреляли, а потому что вовремя не вылечились и слишком долго тянули с выходом. Это не шутер, где нужно набить много фрагов. Это скорее про решение. Рискнуть еще одной комнатой или наконец вынести то, что уже нашли. И чаще всего самый сложный враг тут – это жадность. Это шутер, который довольно быстро объясняет тебе правила. Сначала постреляй по манекенам, привыкни к управлению, почувствуй оружие, а потом все. Она почти сразу кидает тебя в матчи, где можно играть одному, с друзьями или в команде против игроков со всего мира. А скорость игры раскрывается на локации. Мы высаживаемся, бежим по зданиям, ищем оружие, подбираем экипировку, собираем валюты и прямо на ходу докупаем то, чего не хватает. Сначала выживаем на том, что попалось под руку, потом усиливаем, меняем пушку, чувствуем себя увереннее и начинаем играть агрессивнее. Карты тоже дают разный ритм. Где-то выгоднее держать дистанцию, а где-то приходится быстрее залетать в здание. Давить и не отдавать инициативу. Плюс есть скины для бойцов. Отличная графика, большие карты и понятная королевская битва. Без лишней путаницы. Если нужен мобильный шутан, где быстро разобрался и сразу пошел в бой, то она тебе точно понравится. А на пятой строчке начинается другая история. Эта игра не пытается просто устроить быстрый забег с перестрелками, но при этом она довольно масштабная. Тут ощущение такое, будто нас не на маленькую арену выпустили, а закинули в операцию, где вокруг постоянно что-то происходит. Кто-то штурмует, кто-то прикрывает, кто-то ловит момент, чтобы зайти с другой стороны. Действие разворачивается в 2035 году. Мы играем за бойца спецподразделения, проходим горячие точки, спасаем заложников, уничтожаем терров и зачищаем территории. Под нашим управлением будут бойцы разных классов: разведчик, инженер, поддержка и штурмовик. Перед миссией можно выбрать снаряжение, карту и маршрут. А значит, думать приходится не только о том, как быстрее нажать на курок. В бою это не просто чувствуется. Один держит дистанцию, другой поддавливает, третий помогает команде не развалиться в самый неприятный момент. Есть дэтматчи, захват флага, захват цели, плюс большие карты, арсенал и поддержка разных платформ. И в Delta Force побеждает не просто тот, кто лучше стреляет, а скорее тот, кто лучше читает бой. А можно мне в семью лайтов? Братишка, чтобы попасть в нашу семью, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк, ну и по желанию написать какой-нибудь комментарий. И добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов. Это когда война крутится вокруг одного избранного героя. Нас просто кидают по фронтам, и в этом сразу чувствуется масштаб. Вторая мировая здесь проходит через солдат разных армий. Сегодня ты продавливаешь одну линию, потом уже оказываешься в другой операции, с другой задачей. Нет ощущения маленькой игры, есть ощущение большого фронта, который постоянно двигается, и ты просто пытаешься не отстать. И для своего времени КД-2 очень бодро меняла ритм игры. Аптечки больше не надо было искать по углам. Если успел уйти из-под огня, спрятаться и переждать. Здоровье восстановится само. Сейчас это кажется привычным, но когда игра вышла, это ощущалось чем-то новым. Ты не бегаешь по карте в поисках спасательной коробки, ты скорее ищешь секунду, чтобы выжить. И на удивление вот этот военный напор в КД-2 до сих пор работает. Да, графика уже возрастная, и это видно, но скорее держит она не картинкой, а прикольными миссиями, перестрелками и ощущением, что ты не геройствуешь в одиночку, а проталкиваешь вперед целую операцию. И короче, если есть желание сейчас поиграть, то через эмулятор это уже можно сделать. Инструкция будет у меня в ТГ. Но мы с тобой двигаемся к третьей строчке. Standoff 2 – это шутер, где раунд может сложиться за пару секунд. Поздно вышел из укрытия, не проверил угол, дернул прицел чуть резче, и все, преимущество уже за соперника. Поэтому Standoff 2 – это мобильный аналог КС. Тут постоянно важно, как ты двигаешься, где стоишь, слышишь ли команду, понимаешь ли, откуда сейчас выйти и насколько спокойно держишь оружие, когда момент перестрелки наконец случается. Самое приятное – игра не прячет скилл за лишними слоями. Вышел в перестрелку, решает реакция, позиция и контроль отдачи. Ошибся, тебя быстро поправят, причем очень быстро. Режимов тоже хватает, можно играть с друзьями, есть клановые бои, оружия много, скины и кастомизация тоже на месте. Но главное все равно не в этом, главное в ощущении раундов, когда ты идешь тихо, чем обычно. Проверяешь угол медленнее и понимаешь, сейчас вот решит один пиксель, один звук и один выстрел.
На втором месте PlayerUnknown's Battleground Mobile, один из главных мобильных батл роялей. Игра держится на простой и до сих пор цепкой формуле. Тебя вместе с корешами выбрасывает на большую карту. Дальше нужно будет найти оружие, собрать снаряжение, занять позицию и дожить до финала круга. А масштаб чувствуется сразу. В матче может быть до сотни игроков. Карта большая. Сначала мы постоянно лутаем здания, потом слышим первые выстрелы. Дальше приходится решать, ехать ли на транспорте, обходить опасную зону или принимать бой прямо сейчас. С оружием и техникой здесь тоже есть где развернуться. Огнестрел, ближний бой, бронетехник, сухопутный, водный и воздушный транспорт. Командная игра особенно важна. С друзьями можно общаться, договариваться, прикрывать друг друга и вытаскивать из тяжелых ситуаций. Не только стрельбой, но и координацией. Короче, если ты соскучился по папку, то сейчас самое время. И первое место – это мобильный шутан в эстетике Второй мировой, где ставка не на донатное преимущество, а на то, как ты стреляешь, двигаешься и читаешь карту. Вышел не туда, задержался на открытом месте, плохо сменил позицию, все, тебя быстро накажут. И в этом как раз прикол. Игрушка не пытается завалить тебя лишней вознёй. Она быстро грузит в бой и почти сразу проверяет, ты правда контролируешь ситуацию или просто бежишь туда, где громче стреляют. Скорость игры довольно бодрая. Карты дают и ближние стычки, и дальние перестрелки. Можно не просто нестись по коридору, а искать угол, менять высоту и заходить туда, откуда тебя не ждут. Плюс есть офлайн режим, где можно спокойно привыкнуть к управлению, пристреляться и уже потом идти онлайн. Поэтому первая строчка получается у нас не самый очевидный вариант, а скорее шутер с понятной механикой. Но это у нас, как обычно, бонусная игра. И на днях вышла очень крутая AAA игра, но пока на Apple девайсы. Управление, графика, сюжет прям огонь. И если у тебя Apple девайс, то очень советую поиграть. Ну а меня звали, как всегда, Лайк. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.